Благодарим партнеров проекта Челябинвестбанк и сеть аптек «Классика». Салям, Руслан! Салям, Зульфия! И сәлеметсіз қадірлі достар. Хайрлы күн! В эфире первый выпуск телевизионного проекта «Татар қызы 2004». Вас ждут бескомпромиссная борьба, яркие эмоции и, конечно же, радость от победы. Подожди, Руслан, а как же «Татарочка 2011» и 2012? Зульфия, в этом году все будет по-другому. Смотрите в первом выпуске программы «Татарочка». Единственный в России национальный конкурс красоты и таланта. История проекта. Самые яркие мгновения и самые громкие имена. Хорошо! Замечательно! Организаторы готовы приоткрыть завесу тайны. Какие испытания ждут участниц в этом году? Это будет подъем высоко в горы. Сколько девушек выйдет в финал и когда мы узнаем имя самой красивой и талантливой татарочки? Об этом прямо сейчас. Уже полюбившийся всем южноуральцам наш национальный проект «Татарочка» начинается. А начинается конкурс уже по традиции с пресс-конференции в правительстве Челябинской области. В этом году «Татар КЗ» пройдет в 4-й раз, и главным его символом станут 4 стихии – земля, вода, огонь и воздух. Стихии воды, наверное, предстоит самое трудное. Это будет сплав по одной из наших уральских горных рек. Это будет подъем высоко в горы, это встреча рассвета у костра. И по традиции мы сохраняем и кулинарный конкурс, и деревенский конкурс, который был, наверное, наиболее ярким все эти 4 года. Учитывая, что этот год для нашей страны олимпийский, да еще Южный Урал принимает в этом году чемпионат мира по дзюдо, мы отдельное внимание будем уделять спортивному конкурсу. Девочки будут учиться основам национальной борьбы. Это тоже небольшое новшество. Завораживающая история, древние традиции, национальная культура. Этот проект объединил в себе истинные сокровища татарского народа. Их откроют для себя не только участницы, но и зрители нашего проекта. Такой симбиоз и наше сотрудничество это здорово для любого телеканала. Я благодарна, что я сейчас подумала, уже 4 года, так быстро, мне казалось, что года 2 все это происходит. На протяжении всей своей истории конкурс вызывал огромный зрительский интерес. Впервые «Татарочка» прошла в 2011-м. Участницам проекта удалось доказать, что современные татарские девушки умны, красивые и талантливые. Они прекрасные хозяйки, заботливые мамы и настоящие хранительницы семейных ценностей, а также духовного наследия. А еще они с легкостью могут справиться с любыми испытаниями. Ваша задача сделать кирпичики из глины и навоза. Я себе дом теперь построю. В финальной церемонии приняли участие государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и всемирно известный кутюрье Вячеслав Зайцев. А заслуженная победа, корона и главный приз достались Эльзе Галямовой из Златоуста. Эльза Галямова становится победительницей проекта «Татарочка 2011». В «Татарочке 2012» впервые участвовали девушки из других регионов России – Курганской и Свердловской областей. Телемост соединил Южный Урал и Татарстан, а полуфиналисток встречала Казань. Испытания были не менее сложными, а церемония награждения и еще более яркой.
Марат Башаров и Надежда Бабкина покорили зрительские сердца. Победительницей конкурса стала Зульфия Шахвалеева. Сегодня ее дебют в роли ведущей проекта. Меня зовут Инжия, мне 8 лет. Мама говорит, что я ее жемчужина. В 2013-м за титул самой красивой и талантливой боролись Нани Энджеляр, маленькие жемчужины, девочки от 7 до 13 лет. Они многому смогли научиться, и теперь любовь к родной культуре останется в их сердцах навсегда. В финале на сцену театра оперы и балета вместе с участницами конкурса вышла финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина. По единодушному мнению жюри, лучшей стала маленькая челябинка Дина Ганеева. Красота и обаяние, азарт борьбы, самобытная народная культура и вечные духовные ценности. Именно благодаря им конкурс нашел отклик в зрительских сердцах. На наш взгляд, это действительно очень яркое, самобытное, интересное и социально направленное мероприятие, которое проходит у нас вот уже на протяжении 4 лет. И это мероприятие, оно, конечно, необходимо и украшает культурную и межнациональную жизнь нашей области. И сегодня все только начинается. Итак, начало положено. Что дальше? А дальше будем искать. Будем искать самую красивую и талантливую татарочку. По-моему, об этом стоит рассказать подробно. Сейчас расскажу. Заявки на участие в конкурсе прислали более 100 девушек не только из Челябинской, но и Курганской, Свердловской областей и Башкирии. Они такие разные, и каждая из них хочет стать лучшей. Отборочные туры пройдут в 2 этапа. Сначала тестирование. Участницы ответят на вопросы об истории и культуре своего народа. Затем творческий конкурс. Можно петь, танцевать, читать стихи, в общем, делать все, что угодно. Главное – покорить жюри своими талантами. По итогам кастинга выберут 30 полуфиналисток. В течение 4 месяцев они будут принимать участие в конкурсных испытаниях и не только. Словно прилежные школьницы, они снова сядут за парты, чтобы изучить родной язык, историю, вокал, народный танец и дефиле. После каждого испытания несколько участниц, увы, покинут проект. В финал выйдут только 10 из них. Лучшие из лучших, самые умные, талантливые и красивые. Финальная церемония пройдет в ледовой арене «Трактор» 5 сентября. Ее смогут увидеть 7000 зрителей. Победительница получит корону и главный приз проекта. И, конечно, станет настоящим символом красоты и духовного богатства татарского народа. А вы, уважаемые зрители, хотели остаться в стороне? Даже не думайте. От вас тоже многое зависит. Во-первых, не забывайте смотреть нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ. А во-вторых, заходите на сайт проекта tatarочка74.ru и голосуйте, голосуйте, голосуйте. Потому что именно от вас зависит судьба наших участниц. Бик тизден күрешербез, яңа очрашуга тиклем. Как красиво говоришь, прям молодец вообще. Смотрите в следующем выпуске программы. Первые сюрпризы и первое серьезное испытание. Участницы отборочных туров сдают экзамен по истории и родному языку. Если честно, много вопросов. Даже стыдно чуть-чуть, что не знаю. А судьи кто? Самое строгое и неподкупное жюри. Шопен, тальянка или мелодия для флейты. Придумано мною, когда я прогуливалась по своим красотам, озерам и лесам. Чья возьмет в конкурсе музыкальных талантов? Смотрите нас ровно через неделю на ОТВ. Да, и не забывайте голосовать.